Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. И сянмасыз, хөрмәтле дуслар, в эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях главный режиссер Казанского русского театра юного зрителя Туфан Имамуддинов. Встречаем! И сянмасыз, приветствую вас, Туфан. Да, добрый день. Туфан Имамуддинов, главный режиссер Казанского государственного русского театра юного зрителя. Родился 7 ноября 1984 года в Набережных Челнах. Окончил режиссерский факультет Еламбургского училища культуры и искусств. Затем режиссерский факультет ГИТИСа, мастерскую Олега Кудряшова. В 2010 году стал лауреатом 3-го международного конкурса студенческих отрывков «Режиссер и пространство» за дипломный спектакль «Записки сумасшедшего» по Гоголю. Туфан Имамуддинов ставил спектакли в «Современнике», Театре наций, Театре имени Маяковского. Работал в Национальном театре Румынии. Он является лауреатом многих российских и зарубежных театральных фестивалей. В 2014 году Туфан Имамуддинов начал сотрудничество с Казанским ТЮЗом с постановки спектакля «Любовь людей» по пьесе Богославского, а в декабре был назначен главным режиссером театра. Я смотрю, вы не с пустыми руками? Да, я не с пустыми руками. Я хочу вас пригласить к нам в театр. Вот это пригласительные билеты. Так что ждем вас у нас в театре. С удовольствием придем. Большое спасибо. С каким рецептом к нам пожаловали? Я хочу поделиться рецептом татарской кухни под названием форель по-татарски. Интересно, интригует. Давно мы не готовили рыбу, итак, форель по-татарски готовят Руслан и Туфан, даже рифма. Да. Начинаем. Для начала нужно сварить 2 яйца. Так, мы это уже сделали. Мы их уже остудили. Сейчас. Отлично. Дальше мы берем сыр. Натираем. Мы сейчас будем готовить начинку этой рыбы. Она довольно-таки оригинальная, поэтому запоминайте, записывайте. Я думаю, что это все у нас получится довольно-таки вкусно. Мне задание какое? Задание для вас. Вы должны взять лук и измельчить 2 лука репчатых. И, значит, измельчить их очень порезать. Максимально мелко? Да, максимально мелко, да. Задание ваше. И задание мое. Начали? Режиссер сказал «начали», и мы начали. Туфан, да. Несмотря на вашу занятость, несмотря на гастроли, вообще работу в других городах, успеваете это быть на кухне, что-то своими руками творить? Ну, жена, в принципе, довольна. Она говорит, что я умею готовить. Вот. Хотя мой первый опыт в готовке был довольно-таки странным. Первый раз я свое блюдо приготовил в 17 лет. Это как раз в то время, когда я уехал из моего родного города. Из Набережных Челнов? Из Набережных Челнов, да. И, значит, приехал в Казань поступать в Казанский университет культуры и искусств. Значит, и так как я никогда ничего не готовил, я решил вот все-таки под ложечку уже сосет, как-то что-то хочется поесть. Решил приготовить самое легкое, это макароны. Покупаю макароны, варю их. Я даже не знаю, как это примерно делается, но я знаю, что в кипяченую воду это все бросается. Значит, бросил в кипяченую воду, масло не добавил, не промыл, ничего. В итоге все вот эту массу я бросаю на сковородку. Оно, естественно, все сливается.
залиплось. А потом, значит, я приношу, ем, с удовольствием ем от голода. С удовольствием. Да. Приходят соседки уже, третьекурсницы там, и говорят, можно мы тоже поедим? Я говорю, да, конечно. Они едят и говорят, что-то какая-то странная у тебя картошка. Вот, поэтому это вот мой первый опыт кулинарии. Время уже все-таки берет свое. Когда живешь ты в общежитии, когда родных рядом нет, приходится осваивать и это мастерство. Туфан, программа у нас называется «Секреты татарской кухни». Да. И мы раскрываем не только секреты кухни, но и секреты наших героев. Раскройте свой секрет. Как вы так вот, обычный татарский парень из Челнов, решили стать режиссером и поехали в Казань? Да, я начну сейчас с чеснока вначале, да? Вот. Я сейчас буду тереть чеснок. Значит, для приготовления нашего блюда понадобится 4 головки чеснока. Так как я не поступил в университет культуры, и слава богу, да. Вы не поступили? Я поехал в Елабужское училище культуры, поступил там, поучился 3 года. Ну, так как у меня семья еще вся музыкальная, творческая, поэтому я с детства занимался танцами, пением, в музыкальную школу ходил и немного КВНом. Вот. Мои коллеги, знаешь, КВНщики? Да. Значит, и что произошло? После училища я поехал в Москву и поступил в университет культуры московской. Но мне казалось, что это верх такой, что можно, куда можно поступить. Учась там год, я узнаю, что существует ГИТИС, существует МХАТ, Щукинское, Щепкинское училище. Ведь когда я учился в Елабужском училище культуры, никакого интернета не было. Вот телефон только начали появляться, поэтому об этих учебных заведениях, да, я совершенно ничего не знал. Вот. И узнав, что есть ГИТИС, конечно же, надо поступать только в лучшие учебные заведения, к лучшим мастерам. Поэтому я поступаю в ГИТИС. Был очень большой отбор, где-то 300 человек на место. Довольно-таки сложно было это все пройти, 13 экзаменов. Вот. Ну вот как-то так получилось, что поступил. Получается, вы в жизни максималист и всего добиваетесь сами. Так, мы продолжаем, Да. и нам нужно мелко сейчас нашинковать соленые огурцы. Не соленые, маринованные. Маринованные. Татары, кстати, используют в основном маринованные огурчики. Да. Согласен. А я, значит, беру хлеб, мы его немного подсушили, и сейчас мы тоже проводим это все через терку, через обработку. То есть хлеб тоже идет в начинку для рыбы. Да. Оригинальный рецепт. Туфан, расскажите, пожалуйста, подробнее об учебе в Москве и о ваших преподавателях. Но учился я у Кудряшова Олег Львович. Это был мастер нашего курса. 5 лет прошли как один, честно говоря, день. Очень такая яркая была жизнь студенческая, когда мы по 3 суток не выходили из ГИТИСа, все репетировали. И когда ты выходишь из этого здания, тогда вот берешь воздух, да, и все, и уже чуть не с ног падает, потому что усталость такая, но при этом есть такое огромное, большое удовлетворение. Вот. Потом, после этого, на 4 курсе меня позвали в «Современник». В «Современнике» я работал у Галины Борисовны Волчек где-то месяцев 5. Потом меня переманили в Театр нации к Жене Миронову. А вы популярны были в Москве, я вам скажу, Туфан. И не были, а остаетесь. Потом там поставил я 3 спектакля у него. Натерли, значит, мы хлеб, сухари, да? Получилась вот такая симпатичная масса. Мы сейчас в сторонку пока это все отодвинем. И в следующем у нас идет 2 яйца. Отварные. Отварные 2 яйца, которые также надо через мелкую терку провести. Итак, поехали. Туфан, хотелось бы еще ведь вспомнить то, как вы покорили Европу. Ведь вас знают не только в Москве, в Татарстане. Вот как так получилось? По направлению чему-то? Или тоже приехали люди, сказали, Туфан, ты нам нужен? Ну, по-другому чуть-чуть было, потому что мой мастер, он работал какое-то долгое время после развала Союза во Франции. Вот, и там у него остались довольно-таки много знакомых. И вот один из знакомых позвонил ему и сказал: слушай, я вот сейчас в Румынии работаю, нам нужен вот здесь хороший спектакль с русской драматургией, ну вот, чтобы это было очень качественно. Он говорит: слушай, есть у меня такой студент,
Вот я ее тебе отправлю. Вот, и вот и поехал я в Румынию ставить, в Трансильванию как раз. Смотрите, как это интересно. В Трансильванию. Татарин поехал в Румынию с русским спектаклем. Да. Я яйца натер. Мы сейчас это перекладываем отдельно. Можно сделать с помощью ножика. Да, я сейчас. Очень редко бывает, когда подсказки делают режиссеры. Или все-таки бывают подсказки для режиссера? Понимаете, театр это все-таки для меня это коллективное творчество, да? Есть потому что есть режиссеры, которые не любят подсказок, но по крайней мере режиссер не может все знать и быть таким всемогущим. Все равно у каждого актера есть свой опыт личный, из которого он может этому персонажу действительно близок, да? А может и не близок. Если не близок, ты уже помогаешь. А если близок, он уже тебе помогает. То есть какими-то своими историями, подсказками, какой-то характерностью, да? А мы сегодня помогаем друг другу готовить рыбу по-татарски. И мы сейчас будем уже делать основной фарш. И мне осталось последний ингредиент, петрушку только нарезать. А вы, в принципе, можете уже собирать все. Смешивать все. Так, вот наша посуда. Ага. Так. Дайте, пожалуйста, оливковое. Да, оливковое масло, пожалуйста. Здесь соль, перец у нас. Ага. Перемешиваем все ингредиенты, имеющиеся у нас уже готовы. Так, это берем, значит, яйцо, сырое яйцо, Так. оливковое масло. Вот вам и новая постановка кулинарная. Стоп. Так, соль, перец на глаз, на вкус и на глаз. Так. В конце мы оценим. Да. И И перец. я перчик здесь вижу. Да. Так. И все, что мы порезали, измельчили, мы добавляем сюда. Да. Отлично. Так, ну и, конечно же, главный вопрос, Туфан, который я приготовил для вас. Как вы очутились в нашем замечательном театре юного зрителя? Кто вас пригласил? Ну, пригласил меня министр культуры Татарстана. Айрат Минимулович. Да, Айрат Минимулович, да. Это произошло еще год назад. Но так как у меня были обязательства в других театрах, потому что график режиссера он складывается не за один день, а на год вперед, на год, на 1,5 года вперед планируется. Поэтому я не мог, конечно же, подвести другие театры. Вот, а тем более постановки планировались довольно-таки большие, с хорошими именитыми театрами. Вот, так как у меня более-менее освободился график после этого, вот, я решил как-то слезть с чемоданов, да, и обосноваться уже в каком-то определенном месте. Почему бы это не произойти вот здесь, в Татарстане? На родине. На родине, в Казани, потому что мы довольно-таки долго искали страну и город, в котором бы остановиться. И были и в Польше, и в Италии, и во Франции. Поэтому искали, жили в каких-то странах по месяцу, там, по несколько недель. Но что-то постоянно, что-то не устраивало. Так мне, как патриоту нашей республики, приятно слушать сейчас вас. Вот, поэтому как-то и решили, наверное, приехать сюда. Тем более театр такой именитый, довольно-таки хороший, с хорошей труппой. Поэтому выбор-то вот так было сделан. Так, осталось нам еще добавить лук. Лук, да, давайте. Так. И все это активно будем перемешивать. Начинка практически готова. Сейчас мы это прошу. Это все как режиссер, я самое главное, ответственное, доверяю вам. А вы как помреж, помощник режиссера. Помреж, да? Так меня еще никто не называл. Туфан, как же вас встретил коллектив нашего театра? Встретил довольно-таки хорошо, потому что я уже спектакль один выпускал. То есть вы были с ними знакомы уже? Да, я был знаком, да. Спектакль мы выпустили «Любовь людей», он называется. И коллектив был рад. Подробнее, пожалуйста, расскажите вот про вашу премьеру. Я знаю, она прошла успешно. Мы хотели намного больше, чем у нас получилось, просто по чисто техническим причинам. Так как сцена она нуждается в доработке, да, нуждается в реконструкции, поэтому от чего-то пришлось отказаться. Но, несмотря на это, при поддержке Министерства культуры все это удалось нам, многое задуманное осуществилось, поэтому только одна благодарность. И это только начало. Дорогие друзья, наш фарш готов, и после небольшой паузы мы будем фаршировать рыбу по-татарски.
Дорогие друзья, мы продолжаем наше кулинарное шоу. И рыбу по-татарски для вас готовит Руслан Шарафудинов и главный режиссер Казанского русского театра юного зрителя Туфан Имамудинов. Туфан, большое спасибо, что сегодня вы с нами. Так, Ваши это начинка. знания в кулинарии, я сделаю комплимент, меня очень радует. Итак, Благодарю. рыба готова. Да, значит, это наша начинка. Да, наш фарш. Да, это наша рыба. Я себя так же чувствую, как эта рыба. Да, значит, Очень комфортно. да, очень комфортно. Да. На тарелочке аккуратно, да. Так, Поэтому как рыба в воде, да. рыбу сейчас надо фаршировать. Да, а я буду резать, значит, картошку. Сразу видно, кто режиссер, кто помрешь. Я помню, как вы меня назвали. Да. Так. Значит, я режу картошку кольцами. Мгм. А я немножко обсыпаю рыбу солью и фарширую ее. Да. И задаю следующий вопрос. Туфан, расскажите, пожалуйста, с какими идеями пришли вы в наш театр? Что нового хотите? Можете что-то изменить? Или уже придумали? Ну, этот вопрос очень задавать странно, когда я режу, да? Вот. А вообще я пришел с таким желанием вывести театр юного зрителя на российский уровень, на международный уровень. То есть есть такое желание связаться с фестивалями за рубежом, с российскими фестивалями, чтобы уже выезжать, смотреть других, кто что умеет. Ваши поездки в Европу даром не прошли. Да, к счастью. Но, мне кажется, вас и так там знают и любят, а когда еще вы привезете наш Казанский театр туда, то аншлага не миновать. Я надеюсь. Как можно покорить Европу, как вы думаете? Хорошая постановка, игрой актеров. Только вовлечением своим. Если ты вовлечен в свою игру, то ты можешь покорить. Если не вовлечен, конечно же, нет. Ну вот как вы собираетесь покорять казанских зрителей? Кто он? Все-таки на детей больше ориентирован спектакль или на взрослых? А вот ТЮЗ, он этим и замечательный, что он имеет большой очень спектр. То есть он берет и детей, и среднее поколение, и тинейджеров, и взрослых, конечно же. Вот, поэтому спектр довольно-таки большой, и в этом спектре мы и думаем дальше работать. Поэтому в этом ничего нового у нас нет. Делаем спектакли и для взрослых, и для детей, и для среднего поколения, и для подростков. Какие-то премьеры планируются в 2015 году? Есть, сейчас идут переговоры с такой огромным проектом, как все-таки у нас большой юбилей, 70 лет Победе, да? Идут сейчас переговоры с немцами, чтобы 5 немецких актеров из Берлина приехали сюда, и 5 актеров из ТЮЗа делали спектакль под названием «Война глазами детей». Вот. И также будут участвовать в общем количестве 10 актеров, 5 русских и 5 немецких, и плюс хор, детский хор из 10 человек. То есть вот они будут 20 человек на сцене участвовать и в этом таком большом мероприятии. А сам материал, он будет основан на воспоминаниях детей военного времени, то есть это все на документальной основе. Вот такой есть большой То есть проект. на реальных событиях, можно сказать, будет основано. Да. Когда будет ожидаться премьера? В мае? С 1 по 9 мая мы так планируем. С 1 по 9 мая играть каждый день этот спектакль. Последняя рыбка у меня отправляется. Заплыла. Да, заплыла наш противень. Остается добавить картошечку. Да, картошка. Я предлагаю остатки лука тоже посыпать сверху. Так. Слушайте, я не знаю, то ли это спектакль, то ли это небольшая миниатюра, получается у нас. Я готовлю мизансцену. У нас сегодня рыбная мизансцена по-татарски. Да. Вот я докладываю последнюю картошку. Так. Все, лучок. Последнюю картошку, тут рифма пошла, лучок немножко. Сколько готовим рыбу в духовочке? Готовим в духовке 30 минут. Смотрим по готовности. Я думаю, не более 45 минут это будет готовиться. Так, и я предлагаю немножко водички на всякий случай, чтобы не Давайте. подгорело. Да. Если вы не против. Да, не против. Так. Может, рыба оживет. В нашем театре все возможно. Да. Давайте берите, тогда я открою. Рыба по-татарски будет готова совсем скоро, и мы ее обязательно попробуем. Рыба по-татарски.
Сыр, чеснок, подсушенный белый хлеб натерли на терке. Мелко нарезали репчатый лук, маринованные огурцы, вареные яйца, петрушку. Добавили одно сырое яйцо, оливковое масло, соль, перец. Рыбу нафаршировали, выложили на смазанный маслом противень. Сверху добавили нарезанный кружочками картофель, посолили, долили немного воды и поставили в духовку на 40 минут. Если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Туфан, наконец-то наступила кульминация нашего сегодняшнего с вами спектакля. Помрежь готов, режиссер готов. Открываем духовку. Раз, два, три. Поехали! Ох, как горячо. Как в бане. Так, ой, рыбка-то какая прекрасная. Вот и очередная премьера от Туфана Имамуддинова состоялась. Ну, скорее тарелку. Опа. Я даже не знаю, предложить ли вам картошку. Так. Ну, чувствуете аромат нашего блюда, Туфан? Да. Вкусно пахнет. Итак, Давайте, все так красиво, заманчиво, загадочно. как и в театре юного зрителя в Казани. Приходите. Это мои слова вообще. А почему? Я тоже могу пригласить. Я сам люблю ходить в театры. Ага. Итак, все готово. Берем вилочку. Да, давайте, да. Да, перерыв мы уже попили в чайку и готовы к трапезе. Я предлагаю вот как-то все это совместить. Захватите кусочек рыбы и обязательно попробовать нашу начинку. Это получается, я срежиссировал это, а вы как зрители идеально должны это воспринять, то есть съесть и сказать, нравится ли вам это или нет. Пробуем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зритель в восторге. А вы в восторге? Помрежь разве может быть не в восторге от своей работы? Начинка удалась. Да. Рыба очень сочная. Вовремя ее, кстати, достали из духовки. То есть, остается сказать, приятного аппетита и все это скорее доесть. Но вы пришли ко мне сегодня с подарком, и я вам вручаю также замечательный подарок. Наш партнер Кукмарский завод металлопосуды представляет посуду линии «Палитра». Это оригинальное цветовое решение, первоклассное антипригарное покрытие, толстостенный корпус и съемная ручка для оптимального хранения. Так и хочется поскорее взять эту посуду в руки и приготовить что-нибудь вкусненькое. Да. Благодарю вас за то, что и вашу передачу, за то, что пригласили меня, и то, что у нас получилось вот такое чудо. И всех зрителей приглашаю посетить наш театр, наш спектакль, и мы с удовольствием будем вас ждать. Спасибо. Вам тоже большое спасибо, Туфан. Большой привет всей вашей труппе, успехов. И с удовольствием встретимся на лучших спектаклях Русского театра юного зрителя. До новых встреч, дорогие друзья. Слава Богу, Пока-пока.